Поездка, о которой я мечтала давно, наконец-то осуществилась. Сулакский каньон отныне и навсегда в моем сердце останется как одно из красивейших мест, где мне посчастливилось побывать. Это самая захватывающая природная достопримечательность Дагестана, находящаяся в Казбековском районе. Каньон представляет собой ущелье, по дну которого протекает река Сулак. Впечатления от этих мест невероятные. От открывающихся видов буквально кружится голова. Величественные террасы и обрывистые уступы ущелья, отвесные скалы, уходящие вниз на сотни метров, а в глубине бирюзовая лента реки Сулак, которая затем впадает в обширное водохранилище. Все это завораживает с первого взгляда. Ярко-бирюзовый цвет воды в Сулакском каньоне всегда удивляет и привлекает внимание путешественников. Оказывается, происхождение реки Сулак ледниковое, как и у многих горных рек. Каньон красив с любой точки, но чаще всего любоваться на него приезжают в поселок Дубки. Отсюда до каньона каких-то 1,5 километра. На краю каньона было красиво и страшно. Эта красота и манит, и пугает одновременно. К сожалению, на территории нет оборудованных безопасных смотровых площадок. Да еще на большой высоте бывают сильные ветра, поэтому требуется предельная осторожность. Вид на каньон сверху – это только начало. Сказка и чудеса внизу. Эпитетов не хватит, чтобы все описать. Это надо видеть. Протяженность каньона составляет 53 километра. Глубина около 2 километров. Своей глубиной он превосходит знаменитый каньон Колорадо в США, но по протяженности он короче. Ни с чем не сравнить речную прогулку на катере по каньону. В ясную солнечную погоду на каньон открываются потрясающие виды, которые захватывают дух даже у самых бывалых путешественников. Природа удивляет своей красотой и силой красок. Насыщенный бирюзовый цвет водоема дает частицы известняка и голубой глины, стекающие с гор во время таяния наледей. Каньон очень древний. Водоем веками пробивал себе путь сквозь толщу гор. Во время прогулки проводники создают условия для путешественников, чтобы вдоволь сфотографироваться. Но ни одна фотография не в силах передать и части тех эмоций, которые переполняют человека при созерцании этого природного великолепия. Это надо увидеть и прочувствовать.